Даша! Привет. Привет! Ну, привет. Привет! Как отпуск прошел? Вот, О! развелась, да. Подала новую заявку в органы опеки. Документы собираю. Хожу на курсы усыновителей. Тимура прооперировали, но он выздоравливает. Ты его Тимуром назвала. Да, я всегда мечтала, что у меня сына звали Тимур. О, я сейчас за сумкой. Как Олег? Не появлялся? Нет, уехал где-то делать карьеру. Здесь ему уже ничего не светит. Конечно, ничего не светит. Не боишься, что он вернется и предъявит права на ребенка? Он ведь до сих пор считает его своим сыном. Нет, ребенок его не интересует. Ну, он же разыскивал его мать. Ну, да, он хотел убедиться, что она его не будет шантажировать. Все. Я очень надеюсь, что он сюда больше не вернется. Даш, я рад тебя видеть. Идем. Как это? Других родителей найдут. Но вы же сами прекрасно понимаете. Одной вам будет очень тяжело обеспечить достойную жизнь мальчику. Он перенес недавно тяжелую операцию. А вдруг снова понадобится дорогостоящее лечение? Что вы будете делать? Он ни в чем нуждаться не будет. У него со здоровьем все в порядке. Нужны будут деньги, я найду. Я одолжу. В конце концов, я на подработку пойду. Даш, у вас и так полный рабочий день. Если вы пойдете на подработку, у вас вообще времени не останется на мальчика. Или вы хотите, чтобы он рос в ясли? Я сама буду его воспитывать. Даша, я искренне верю, что вы привязались к этому мальчику. Но поверьте, его хочет усыновить очень хорошая семья. Они обеспеченные люди. Она домохозяйка, она сможет дать ему любовь. Это мой сын. Он меня мамой называет. Слышите, мамой! Вы обещали мне, что я смогу его забрать! Даша! В конце концов, решение принимаю не я, а опекунский совет. И для нас главное, вы уж меня простите, не эмоции взрослых, а интересы ребенка. Сейчас выпьешь, станет легче. Ну, что у вас опять случилось? А это что такое, а? Пьянка? В лаборатории? Какая пьянка, Родион Иванович? Я пытаюсь Даше стресс снять. И не отдают Тимуру. Что значит не отдают? Нашлись биологические родители? Нашлись богатые умники, дали на лапу инспектору опеки. И все. Им сразу зеленый свет. Не факт. Факт. Тебе просто не говорили, пока ты оплачивал лечение Тимура. Все, ребенок здоров, можно отдавать богатым. Вот сволочь. Дашенька, знаете что, а вы ступайте домой, попейте успокоительное. Родион Иванович, Да? можно вас? В своем уме. Посмотрите на нее. Какой успокоитель, чтобы он дома таблеток наглотался.
А что ты меня шипишь, Зублицкий? Надо же что-то делать. Надо. Давайте напишем обращение от лица всего коллектива. Устроим скандал в органах опеки. Пусть знают, что за Дашу есть кому заступиться. Нет, скандалить я не пойду. Я пойду скандалить. Вы просто на официальном бланке напишите обращение с печатями, чтобы посолиднее выглядело. Чего вы стоите? Идите, время идет. С печатями? С печатями, Родион Иванович, с печатями. Ну, Зублицкий. Ладно, сделаю. Следующий. Лиль, привет. Привет, Женька. А ты что тут делаешь? Ищу инспектора, который занимался делом Дарьи Петренко. Подскажешь, кто это? Ну, я в чем дело? Ты? Тогда вот. Слушай, Женька, у тебя с Дашей это что-то есть? Не переживай, Ритке ничего не скажу. Нет, конечно. Мы с ней просто коллеги. И ради просто коллеги ты так стараешься. Ну-ну. Лиль, на Дашку уже смотреть страшно. Она переживает. Ты же знаешь, как она привязалась к этому малышу. Мне тоже ее жалко, но поверь, во всех отношениях мальчику будет в этой семье лучше. Так что ты зря так повязался. Не надо трогать. Сколько тебе заплатили? Что? Я говорю, заплатили тебе сколько, Лиль? Женька, ты что, свихнулся? Я руководствуюсь исключительно интересами ребенка. И вообще, принимаю решение не я, а начальство. Ну да. Да, а Даше своей скажи, что она истеричка и манипуляторша. Она не смогла ужиться со своим мужем. С чего ты взял, что она будет хорошей матерью, а? Лиль, совесть не мучает? Защитница детей. Добрый день. Я занят. Приходите в приемные часы. А у меня срочное дело. Что у вас? Мы Дашу в обиду не дадим, вы так и знаете. Она больше полугода к этому малышу ходила. Оплачивала операции, лекарства. Нельзя так к людям относиться. Использовать, а потом посылать их к черту. Знаете, я не в курсе этой ситуации. Вы успокойтесь и расскажите все по порядку. Даш, ты только не обижайся. Может, это все к лучшему. Для Тимура? Возможно. Для тебя тоже. Ну, ты пойми, что без ребенка тебе будет проще встретить нормального мужчину. А там как знать. Да никого я уже не встречу. Ну, что за глупости такие? Добрый вечер. Здравствуйте. Ты чего трубку не берешь? Телефон дома. А ты чего примчался? Не собираюсь я ничего с собой делать. Не волнуйся, справлюсь как-нибудь. У тебя завтра утром опекунский совет. Я до тебя дозвониться не могу. Как это у тебя получилось? Ну так, получилось. Поговорил там с заведующим. Утром. Утром. А я еще для Тимура няню не нашла. А если они спросят про нее, захотят встретиться, поговорить с ней? Они могут. Даш, я пойду с тобой, все нормально. Может, я тоже с тобой пойду? И что, ты няней притворишься? Ну да. Ну ладно. Тогда удачи тебе. Завтра позвони, когда все закончится. До свидания. Что? До свидания. А, ну да. Даш, это который Олегу Мортонове? А ты говоришь, никого не встречу. Вот, пожалуйста, он из кожи вот для тебя лезет. Даш, он так на тебя смотрит. Не, ну он женат. Ладно. Даш. Он вас так не защищал, он себя ненавижу, даже никто никогда в жизни такого не видела. А мне такие гадости говорят. Это просто очень странно. Меня покатаешь на качели? Конечно. Давай чуть попозже, хорошо? Иди поиграй. Держись. Здравствуй. Жаловаться приехала. Женя, а что за тон? Что за наезды на мою подругу? Давай, извиняйся. За то, что зря ее считал порядочным человеком? Согласен. Извини, Лиля.
Был неправ. Что я тебе говорила? Жень, ты что, вообще с катушек слетел? Дома поговорим. Слушай, успокойся, я тебе точно говорю, у него что-то с этой Дашкой есть. Похоже на то. Что это, ты просто так проглотишь? Блин, Ритка, ну с этим нужно что-то делать. Ну, не знаю, там, устроим мы скандал или попроси своего Эдика набить ему морду. Есть мне идеи получше. Если не ошибаюсь, близких родственников у вас в городе нет. И бросать работу вы не собираетесь? Конечно, нет. А с кем будет ребенок, пока вы на работе? Няни сейчас дорого обходятся. С моей подругой. Она моя соседка. И как раз сейчас в декретном отпуске. И вы надеетесь, что она справится с 2 детьми? Смешно. Конечно, у нее уже 4-й ребенок. Сын. Да, я не думаю, что это хорошая идея оставлять ребенка с такой многодетной соседкой. А может, вы с ней поговорите? Я думаю, в этом нет смысла. Пожалуйста, она вот здесь ждет. В коридоре. Ну, ладно, зовите. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ниночка, вот эта встреча. Не помните? Вы же 15 лет назад меня машину учили водить. Ну, вспомните, я еще все время педаль газа с тормозом путал. Ну, вспомнили? Точно. Здравствуйте, Вы здравствуйте. еще моя кровушки золотая. у меня попили, я помню, да? Зато с тех пор ни одной аварии. Коллеги, рекомендую. Самый лучший инструктор в городе по вождению. Что у вас, Ниночка? Понятно, понятно. Какого возраста ваши сыновья? Старшему 20, жениться собирается, средние школьники, ну, а младшему скоро месяц. И вы с таким маленьким ребенком собираетесь еще одного нянчить? Ну, а что такого-то? Чего у меня средние погодки вырастили? Мы не можем разрешить опекунство в таких условиях. Это авантюра и безответственность. Лиля, не нервничайте так. Вы просто не знаете Ниночку. Она 20 мужиков может построить. И думаю, что с детьми у нее тоже полный порядок. Это еще надо проверить. Мы проверим, мы как... Ну, проверим, мы все проверим. Рит, ты можешь объяснить, почему на сегодня ты решила ехать к маме? Просто объясни. Рита! Женька. Женька. Мне Тимурчика разрешили забрать. Спасибо тебе. Рад за тебя. Все. Я же тут ни при чем. Это как же понимать, а? Ой. Вы что, совсем совесть потеряли? Родион Иванович, это совсем не то, что вы подумали. Понимаете, мне ребеночка разрешили забрать, а Женя мне очень сильно помог. Поздравляю. Спасибо. Ну, Зубрицкий, раз ты у нас такой пробивной, езжай на склад, реактивы выбивать. Нет, не сегодня. С утра займусь. Ира! Папа, мы к бабушке едем. Ты с нами? Нет, котенок, у меня работа. Привет. Привет. Зачем ты это устроила? Из-за Лили меня наказываешь? Я еще не имею права поехать к маме. Да ребенок по бабушке соскучился, да? Хочу к бабушке. Ну, это понятно. Потерпи немного, у меня через неделю отпуск. Поедем вместе. Нет, мы едем сейчас. Давай отдохнем друг от друга.
Пойдем. Скажи пока, папе. Такси заказывали? Наконец-то. Леди. Хорошего дня. И вам. Заходи. Ты занята? Решил свой фирменный пирог сделать. Мы едем к сватам, Зойкиным родителям знакомиться. А что? Да что-то я нехорошо себя чувствую. Тимурчика буду завтра забирать. Хотела попросить тебя. маленький. Спасибо. Вкусно? Угу. Чтоб ты помогла мне приготовить что-нибудь Тимуру. Да, только ты знаешь, что ты разносолов ему не готовишь, то диатез может начаться. Давай ему, что в доме малютки давали. Подожди. Завтра уже. Мы в деревню едем к сватам знакомиться. Это дня на 3. Давно договорились, неудобно отказываться. Ну, поезжайте. Делов-то ребенка собрать. Все, я пойду, не буду тебя мешать. Подожди, Даша, подожди секунду. Чего? Ты что-то как-то неважно выглядишь. Ты заболела? Это психосоматика. Я Ну-ка. Да ну, Подожди. Нина. Дашка, у тебя температура. Слушай, давай звони в дом малютки, скажи, что ты Тимурчика позже заберешь. Мы как раз вернемся. Да нет, вот еще. Если я завтра его не заберу, это Лиля найдет к чему прицепиться. Вообще решит, что он мне не нужен. Все, я пойду. Подожди, Даш, подожди, ты больна. Ну, хорошо, давай мы не поедем в эту деревню. Ну, вот еще. Конечно же, поедете. Я здорова. А температура это на нервной почве. Бывает, у меня пройдет. Все, я пойду. Точно? Точно. Все хорошо. Девушка, я еще утром заказывала такси. Его нет. Ехать от лаборатории ДНК в дом малютки. Как это нет свободных машин? Девушка, я за ребенком опаздываю, но вы не могли перезвонить? Давай я тебя отвезу. Нет, ты и так полдня за реактивами ездил. Тебе работать надо. Я знаю. Давай я тебя отвезу. Поехали. Привет. 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 Удачи и вам, и Тимурчику. Спасибо. Спасибо большое. О, это мне? Держи. Спасибо. Твоя. Эй. Ну? Что, пойдем? Да. О. Жень, спасибо тебе за сегодня и вообще. Как себя чувствуешь, Даша? Может, помощь нужна? Я могу с малышом посидеть или купить что-нибудь. Спасибо. Ты и так много сделал. Все, поезжай на работу. Пока, Карапуз. С новосельем тебя.
Тихо, 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 я здесь. Даш? Алло. Даш, что случилось? Жень, я тут приболела немного. Ты не мог бы привезти лекарства? Тимура не могу оставить, а с ним в аптеку я просто не дойду. Конечно, а что у тебя? Воспаление почек. Не волнуйся, врач уже был, сказал, это не заразно. Ничего себе. Так, давай сейчас приеду. Говори, что привезти. Купил все, что нужно. Еще за продуктами заехал на всякий случай. Спасибо. Жень, мне неудобно. Это называется немного приболела? Даш, ты выглядишь как призрак из фильма ужасов. Может, все-таки в больницу? Нет, я не пойду в больницу. Чтобы у них был повод Тимура отобрать. Никто у тебя Тимура не отберет. Так, где тут можно руки помыть? Я посижу с малым, ты примешь лекарство и ляжешь спать. Ой, не надо, я в порядке. Угу, я вижу. Давай. Как ты? Уже лучше. Я что, весь день проспала? А ты чего меня не разбудил? Тебе домой ехать надо. Нет, не надо. Рита забрала Иру и уехала к своей маме. У вас что-то случилось? Инспектора из органов опеки зовут Лиля. Она подруга моей Риты. Лиля пожаловалась на меня Рите. Получается, вы из-за меня поссорились? Ты тут ни при чем. У нас с Ритой давно все сложно. Ничего. Съездит к маме, успокоится и вернется. Мне жаль. Заснул. Идем, я тебя ужином покормлю, а потом снова ляжешь спать. Нет, я с ним побуду. Он ночью капризничает. Я сам с ним посижу. Вкусно тебе, да? Гулять скоро пойдем. Да. Да. Упс. Как-то я его проворонил. Ты заснул под утро, я его забрала, чтобы не будил. Привет. Помощник из меня тот еще. Давай я с ним посижу, а ты иди ложись. Не нужно, я лучше себя чувствую. А ты поезжай, тебе отдохнуть надо. Нет. Поеду работать, чтобы Иваныч не нервничал. А потом вечером к вам опять. Не надо, я сама справлюсь, правда. Поезжай. Давай, поспорь еще со мной.
Я пошел. Пока. Пока. Алло, Ритуль. С добрым утром. Не-не, утро доброе бывает. Слушай, я хотел тебя новостью обрадовать. Кто это у нее ночевал? Ага, только вышел. Угу. А ночка, видимо, жаркая была. Она еле на ногах стоит. Короче, Ритуль, я все на фото заснял, поэтому давай, возвращайся. Вот мои рекомендации. А вот паспорт. Пойдемте. Вот. Привет! Привет, солнышко! Привет! Давай знакомиться. Тетя Света тебя не обидит. Какая игрушка у тебя классная. Будем дружить? Будем с тобой дружить. Добрый день. Добрый день. А Даша... Она спит. Уже не сплю. Привет, заходи. Проходите. Я тут тебе продукты купил снова. И клюкву. Отвар для почек делать, говорят, помогает. Спасибо, знакомься. Это няня Тимура, Светлана. Евгений, очень приятно. Мне тоже. Давайте, возьму. Спасибо. Зачем тебе няня? Я же вроде неплохо справлялся. Ой, я же не могу все время тебя эксплуатировать. Можешь. Ясно. Не вышло из меня рыцаря на белом коне. Так, рыцарь, спасибо тебе большое. Тебе тоже нужно отдохнуть. Давай, поезжай, высыпайся. Ясно, мам. Ты это, звони, если что. Хорошо. Пока. Это ваш бойфренд? Нет. Это коллега мой. Зря. Хороший парень. Симпатичный. Заботливый. Слушай, он точно домой поехал? Или опять в этой остался? Точно? Да точно, точно. Давай на связи. Мама, можно к Кате в гости пойду? Можно, только недолго. Пойдем играть. Привет. Здравствуй. Что-то вы быстро вернулись. А ты не ждал, да? Почему ждал? Чего? Женька, может, хватит врать? В смысле? В коромысле, я все знаю. Где ты это взяла? Частного детектива наняла. Знаешь, давно подозревала, что ты мне изменяешь. Рит, ты что, я тебе не изменяю. Это я просто помогала заболевшей коллеге. Просто помогал в постели. Рит,
Слушай, не начинай, я знаю, что ты у нее ночевал. Да, я у него ночевал, но я просто ей помогал, нянчил ребенка. Серьезно? Да. То есть на свою дочь у тебя не хватает времени, а чужих ты по ночам нянчишь, да? Рит, ну-ка давай не кричи, хватит. Ты прав, хватит. Знаешь, этот цирк давно пора заканчивать. Жаль, только столько времени на тебя потрачено. Во сколько завтра приходить? К 8 удобно будет? Да, конечно. Хорошо. Наверное, вернулся. О, Нин, Здрасте. Здрасте. привет. Даш, короче, мы приехали. Ты Тимура завтра сама занесешь или мне зайти? Нин, знакомься. Это Света, няня Тимура. Очень приятно. А это Нина, моя соседка. Я не поняла, зачем Тимуру няня? Нин. Тебе что, денег девать некуда? Нин, ну так удобнее всем. Что за глупости-то? Мы сами справимся. Ничего, что я тут стою. Ничего. Тихо. Расплатись с девушкой, пускай идет. Нина. Подождите, я из-за вас отказалась от другой выгодной работы. Так порядочные люди не поступают. Свет, все хорошо. Наш договор в силе. Я жду вас к 8 завтра. Хорошо. Да? Хорошо, до До свидания. свидания. Нин. Ну ты что на людей бросаешься? С Валеркой поссорилась? Понимаешь, он Зоиной маме массаж сделал. У нее поясницу прихватило. Так она всем раззвонила своим соседкам, что у ее будущего свата руки золотые. Понимаешь? Нет, так к нему же очередь выстроится. Главное, одни бабы. Потому что они же все кокетничают. Я бы поубивал бы, Даш, ну честное слово. Извини. Ты неисправимый, Нин. Ну а чё? Тихо. Дура. Привет. Привет. Ты решил подработать перевозкой вещей? Нет, ушел из дома. Почему? Потому что мы с тобой любовники. Что? Чего ты так смотришь? Рита наняла детектива, он за нами следил, фотографировал. И знаешь, если на фото посмотреть, правда, такое ощущение, что мы с тобой любовники. Ну что, с ума сошла? Мы уже были в суде, подали на развод. Жень, какой суд? У вас дочь. Инициатива, как ты понимаешь, исходила не от меня. Договорились, я ей оставлю квартиру, она не будет ограничивать мое общение с Ирой. Бред какой-то. Давай я с ней поговорю, скажу, что ты просто помогал мне. Спасибо тебе, добрый человек. Я сам. Что там? А вот смотри, какая гусеничка. Смотри. Тимур, смотри. А вот и мамочка наша пришла. Добрый день. Вы кто? А вы кто? Я няня Тимура. Меня Даша наняла. Хорошее имя. А я Дашин муж. Она говорила, что не замужем. Спокойно, спокойно, не надо никому звонить. Я действительно ее муж. Просто бывший. Хотите, паспорт покажу? Да. Пожалуйста. Вот. А ну давай, давай посмотрим, смотри. Все в порядке? Да. И что вам нужно? Пришел исправить ошибки. Нашел квартиру. Нет. Или клоповники, или дорого. Еще за 3 месяца предоплату требуют. Ну что ты будешь делать? Живи у меня. Пока ничего не найдешь. Спасибо. Я у тебя уже переночевал. Ну что такого? Мы друзья. Добавим Риткиному детективу компромата? Ладно. Знаете, Светочка, как-то в последнее время так сердце щемить стало. Все думаю, как-то мой сыночек.
Пытался отвлечься, работы понабрал, ничего не помогает. Ну вот, приехал. Подождите, а Даша сказала, что это приемный ребенок. Ну да, для нее приемный. А для меня родной. Как же такое возможно? Это сложный вопрос. Я вам как-нибудь потом объясню. Но вы пока Дашу не расспрашивайте. Я вас прошу. Больная тема. Хорошо. Я кое-что из вещей возьму, остальное завтра подниму. Хорошо, я пойду, я по Тимурчику соскучилась, жду тебя. Что удивительно, я же как детей вообще никогда не любил. А тут Тимурчик появился, все поменялось. Олег? Даша, я так рад тебя видеть. Тимур где? Спит? Даша. Ты что здесь делаешь? Даша, я соскучился. А вы что, к Даше переезжаете? Я только на пару дней, пока жилье не найду. А жена как же? Я развожусь. Из-за Дашки? Там все сложно. Извините, я пойду. Послушай, Даша, услышь ты меня, я не собираюсь его забирать. Я вернулся к тебе и к сыну. Что ты несешь? Я люблю тебя, Даша! Что он здесь делает? Женя будет здесь жить. Вы любовники, да? Это не твое дело. Это очень даже мое дело. Ты меня на весь дом опозорила. Выставила развратником, а сама притащила этого лаборанта. Руки! Ругай! Подожди! Зачем вы так грубо? Хороший ведь человек. Нам лучше некуда. Надо было сразу после развода замки поменять. Знала, с кем имею дело. Жень, не надо, пожалуйста. О, еще раз добрый вечер. А у меня глюки или Олег приезжал? Приезжал. Зачем? Мириться хотел. Женя выставил его. Молодец. Хорошего вам вечера, ребят. Я... Останови. Зачем? Женя, останови, я выйду раньше. Что случилось? Ничего не случилось, просто не хочу, чтобы нас Иваныч видел вместе. Я не думал, что ты так зависишь от общественного мнения. Ни от кого я не завишу. Надоели просто уже эти намеки и подколы. Все, я пошла. Ты чего опять приперся? Че, в чужую квартиру лезешь? Кто, я лезу? Я никуда не лезу, я там кое-что забыл. Ключи давай. Какие ключи, не понимаю. Ключи давай, я сейчас полицию вызову. Давай, давай, давай. Света. Здрасте. Закройте дверь и никогда не пускайте этого проходимца. Закрывайте дверь, Света. Стерва. Да, очень неприятная женщина. Вы что-то хотели? Послушайте, мне беда. Где ты обронил телефон? Давайте посмотрим, может быть, в квартире остался. Хорошо, я посмотрю. Проходите. Да просто напасть какая-то. Всю ночь сегодня не мог уснуть. В голове прокручивал то, что вчера произошло.
Телефона нигде нет. Да? Ну, наверное, где-то на улице обронил. Скажите, а где мой сыночек? Да спит. Спит после прогулки. Спит? Да. Ну, жалко, хотел его обнять на прощание. А вы что, уезжаете? Ну, а что мне еще остается? Здесь меня больше никто не ждет. Олег, они не любовники. Даша и Женя. Вы не шутите? Абсолютно. Мне Даша сама сказала. Ему просто жить негде, вот она его приютила ненадолго. У вас все будет хорошо. Не падайте духом. Света, вы знаете, что вы, Ань? Да ну. Вы меня очень вдохновили. Спасибо большое. Кстати, а где вы днем с Тимурчиком гуляете? Может быть, я как-то присоединился бы к вам? Да в парке. За стадионом. Спасибо. Тогда, может быть, я прям завтра. Завтра? Пожалуйста. Хорошо. Значит, до завтра. До завтра. Мы вчера с тобой все выяснили. Даш, не все. Пожалуйста, выслушай меня. Я очень перед тобой виноват. Зря наехал. Даш, я был неправ, прости, пожалуйста. Господи. Ну, правда, мне Свет сказала, что у вас ничего. Я себе навоображал. Давай дойдем. Я очень тебя люблю, слышишь? Что? Я, правда, я не могу без тебя. У меня вся жизнь под откос пошла. Машину разбил. С карьерой ничего не получается. Личной жизни никакой нет, Даш. Да я без тебя полный ноль. Давай попробуем все сначала, а? Давай, я, ты, наш сыночек. Олег, я же что? знаю. Ты же меня тоже любишь. Нет, я тебя не Ну, я люблю, же пожалуйста, чувствую. не Ты же на меня трогай так меня, смотришь. отпусти. Ну, Я прошу тебя, Олег, иди перестань, сюда, Олег, ну. перестань! Женька, Даша. пусти! Иди сюда. Вообще ничего не говори. Это для Олега Иначе спектакль? он не отстанет. Понял. Ну как же так? Вы же клялись, что между вами ничего нет. Ну все, Зубрицкий. Не видать тебе отпуска. Понял. А вы, Даша, вы... Эх, вы... Света, я скажу вам правду. Я всю жизнь любил другую женщину. Это не Даша. Ее звали Лика. Я просто боялся сказать жене, чтобы ее не травмировать, понимаете? Вот всю жизнь не разрывался между настоящим чувством и семейным долгом. Ну, это женщина, Лика. Мы расстались, она уехала. Я не знал, что она была беременна. А потом выясняется, что умерла при родах, представляете? Ее мать подбросила младенца к нам под дверь. Ужас какой. Да, даже не представляете, как тяжело потерять любимого человека. Вы знаете, Светлана, вы чем-то на нее похожи. У вас такие же добрые глаза и улыбка. И вы решили усыновить подкидыша? Да, я сказал Даше всю правду. Я думал, мы будем растить сына. Она же не может иметь собственных детей. Она обозлилась. Выдумала эти байки про десятки любовниц. И разрушила мою жизнь. Я лишился работы, дома, семьи. Я даже к сыну подойти не могу, представляете? Я не совсем поняла, зачем она усыновила вашего ребенка, если она вас ненавидит.
Я думаю, это месть. Она хочет, чтобы мне было как можно хуже. Чтобы мы вообще с сыном не общались, понимаете? Я даже не удивлюсь, если со временем она начнет на нем отыгрываться. Светлана, я должен вам кое-что сказать. Как только я вас увидел, я почувствовал на каком-то другом уровне, что вы моя родственная душа. Я тоже, честно говоря. Света, помоги мне спасти сына. Я с радостью. А как? Света? Тимка? Тимур? Абонент находится вне зоны действия сети.